коллеги присутствующие. Команда, оператор-постановщик Петров Николай, исполнитель одной из ролей Стручков Анатолий, звукорежиссер Ярманов Сергей. Это часть команды фильма «It». Вчера только я прилетел из Варшавы, где закончился Варшавский кинофестиваль. И сегодня у нас премьера фильма. Буквально скоро начнется. Вначале расскажу вообще, что это такое. Да? Фильм был снят у нас в прошлом году в Амгинском районе. В фильме приняли участие как и актеры Сахатеатра, актеры кино якутского, более известные наши, так и жители Амгинского района, актеры из Амги. Всего у нас приняло участие 70 актеров, не включая массовку. Это киноальманах, который состоит из 7 историй. Истории у нас объединены тем, что они происходят на территории деревни. Это все деревенские истории о взаимоотношениях между соседями, близкими людьми, друзьями, о недопонимании, о каких-то там ситуациях, которые могли бы и не быть. Это истории и смешные, и трагические. По жанру это драма-комедия. Вот. По производству у нас 2 режиссера, это Дмитрий Давыдов и Степан Бурнашов. Из 7 историй мы сняли одну историю сообща, совместно, как режиссеры, и потом мы стали делиться. 3 истории снял Степан Бурнашов, я у него был ассистентом режиссера. И когда я снимал 3 остальные свои истории, Степан был у меня ассистентом. То есть вот мы, чтобы не мешать друг другу, мы вот разделили обязанности так. Съемочная группа тоже была небольшой. Это был челлендж для нас, потому что все понимаем то, что в якутском кино у нас бюджеты не очень большие, и мы стараемся увеличивать свои бюджеты. А тут мы пошли к обратному. Сможем ли мы меньшими силами сделать хорошее кино? И вот для себя такой вызов сделали, и я думаю, что справились с фильмом. Фильм у нас получился неплохой. Я так думаю, зритель оценит. Вот. Если есть вопросы, давайте с вопросов. Приз Варшавского фестиваля это класс А, и впервые мы попали туда в основной конкурс. И всего было 3 приза. Приз жюри, лучшая режиссура и гран-при. Было у нас в конкурсе 15 картин, и вот приз жюри достался нам. И плюс дополнительно мы взяли приз «Нетпак». То есть 2 приза увезли с Варшавского фестиваля для нас. Я думаю, что это очень большой успех. Вот. По фестивальному продвижению у нас впереди точно будет Arctic Open. Это в Архангельске, да, фестиваль. И дальнейшее будет продвижение. У нас в январе, феврале, марте будут активные выезды на фестивале. Вот наш фестивальный период – это зима, весна следующего года. И где-то в декабре, в начале декабря фильм выйдет у нас в цифровой прокат по России. Вопросы? Нет вопросов? Да. Всем добрый день, меня зовут Дмитрий Кононов, я веду YouTube-канал обзоры якутского кино. Так, у меня вопрос такой, все ли истории были основаны на реальных событиях? У нас одна история была основана на реальных событиях, одна только. Это вот реальная история, которая произошла в 90-х годах в Амгинском районе, не помню где даже, да? Все остальные истории, они были выдуманы, но тем не менее, все равно в любой истории есть какая-то, наверное, основа, либо что-то читали, либо какие-то вот новости, да, вот это синтез каких-то вот идей у нас произошел. И все равно некоторые истории очень похожи на реальные, там я не буду сейчас, наверное, это спойлерить, но
каждый увидит, наверное, себя даже, либо вот какие-то ситуации, которые рядом с ним происходили. Потому что они очень простые на самом деле и такие очень знакомые. Ага. Спасибо. У меня еще один вопрос. Сколько было участников кинофестиваля? На кинофестивале Да. в Варшавском. Я точной информацией не владею, но заявок туда было очень много. Всего было фильмов где-то порядка больше 100, по-моему. А в нашем конкурсе, там разные конкурсы. Наш конкурс, основной конкурс назывался, там 15 картин. Было 15 фильмов. Спасибо. Мы сделали полное перезвучание фильма, и мы дополнительно сейчас сделали русский дубляж фильма для российского зрителя. То есть это будет уже не двухголосые переводы, а уже полностью полный дубляж. А в каких городах еще планируете показывать фильм? У нас состоялся показ в Нижнем Новгороде, и сейчас мы ведем переговоры, потому что как такого полноценного проката, скорее всего, не будет, потому что сейчас ситуация вот с кинопрокатом по России очень сложная. Но вот мы сейчас думаем, стоит ли нам проводить ограниченный прокат, либо, может быть, какие-то разовые какие-то вот показы мы устроим. Пока это все в плане переговоров идет. Скорее всего, будет московская премьера в Санкт-Петербурге, в каких-то основных городах. Но это все вот пока точного решения нет. Ага, понял. Еще вопрос такой. А где второй режиссер Степан Бурнашов? Они сейчас занимаются организацией проката. У нас буквально через 30 минут начинается первый показ. И мы сегодня с утра привезли группу актеров из Амги и собираем сейчас группу актеров по Якутску. То есть у нас сейчас будет большая команда, да? Надеюсь, там. Вот. И по ограничениям пустили только нас. Спасибо. Самых красивых. У меня пока все. Еще раз добрый день. Вот я смотрю, на Варшавском фестивале идет какое-то вот обсуждение, судя по фотографиям. Что говорят все после просмотра, да? Что говорят зрители, члены жюри, критики, может быть, поделились, да, наверное, скорее всего, своим мнением. У нас на первом показе пришло достаточно хорошее количество гостей. У нас было всего 4 показа. На второй показ пришло еще больше людей, на третий еще больше. И мы удивляемся, что такое. Оказывается, тоже у них хорошо работает это сарафанное радио. И мы даже провели такой опрос. Не мы лично ходили, а вот наши земляки из Якутии, которые нам помогали. Они просто подходили к зрителям и спрашивали, на какой фильм пойти. И вот все говорили YT, вот надо это смотреть. YT это по-английски, да? Они вот так говорят, YT. То есть вот интерес большой у зрителей, и вопросов, конечно, было много. И я вот себе всегда доказываю, то, что я иду правильной дорогой. Мы не делаем какие-то локальные такие понятные только нам истории. Вот все истории, вот они были полностью понятны. Не было вопросов, а что это, почему это так. Это все равно какие-то вот общечеловеческие ценности, понятия мы выявили и показали в наших историях. Поэтому они были полностью понятны, истории. Очень, вопросы были по организации, вообще про Якутию, про якутское кино, как вы работаете, развиваетесь, по каким-то нюансам там были вопросы. Потому что, конечно, понятно, быт, он другой, и он интересен и непонятен, наверное, вот европейскому зрителю. Поэтому вот какие-то нюансы такие мы объясняли. А критика тоже неплохая. В целом, да, фильм хорошо приняли. Мы дополнительно сходили... Я вот у Анатолия Стручкова сейчас, вы когда брали интервью, тоже вот спросила, да, вот он во всех фильмах,
участковый, да, правоохранительный представитель правоохранительных органов. Вот есть ли желание заснять его вот в другом амплуа, может быть, даже в отрицательном? Ну, он уже вот в этом фильме-то уже не участковый. И сейчас выйдут еще новые фильмы, где он тоже не участковый. Вот. А так, наверное, устал уже быть участковым. Ну, как вам сказать, я сам раньше работал участковым одно время, ну и потом вот последние 14 лет проработал судебным приставом, поэтому вот и Дмитрий постоянно приглашал на роли участкового, наверное, как знатока этой части деятельности. Ну, получалось, я играл самого себя, наверное, да, получается. Вот, и поэтому вот хотелось бы, конечно, да, вот сыграть в другой роли. Ну, все время заезжено же, потом получится, все эти фильмы про меня, что ли, получится же. Вот, поэтому вот в этом фильме сыграл роль отца одной семьи, да, вот. Ну, там спойлер не буду, да. И вот. И вот недавно осенью в фильме у Степана Бурнашова вот сыграл, как сказать, ну, в эпизодах роль тоже жителя Наслега, который, ну, тоже немножко этого, да, бандитского. Вот. Ну и вот у Михаила Лукачевского вот осенью снялся в фильме «Там, где танцуют стерхи». Там вот сыграл роль антагониста, вот, председатель там сельсовета или колхоза, там вот злую роль сыграл. Ну вот сейчас думаю, как после этой роли, ну после показа, как реабилитировать себя в хорошей роли, что-то надо придумывать. Вот так. Вот, ну, а у нас, ну, актеры растут, амгинский уровень, конечно, повышается, и я думаю, то, что будут некоторые открытия даже в актерах, то есть там действительно очень сильные роли у некоторых людей. Поэтому, я думаю, интересно будет наблюдать за актерской игрой в фильме. Раз. Еще раз здравствуйте. Насчет фестиваля. На фестивале какие известные актеры были и режиссеры? Ну, главный приз, гран-при взял, я точно вот не знаком с этим режиссером, но это фильм, который был в Венеции, например, то есть там такой уровень. А в основном это европейское кино, ну, европейский кинематограф, конечно, поэтому, может быть, даже некоторые имена нам не знакомы, но которые очень весомы в европейском кино. Мы познакомились, мы ходили в Варшавскую киношколу, там ректор, вот Марек Бродский, это человек, он работал ассистентом Спилберга в фильме «Список Шиндлера». Мы ходили вот на фабрику, где был снят этот фильм, переговорили с ректором, и в принципе сейчас, наверное, вот кто желающий есть, мы можем помочь поступить в эту Варшавскую киношколу, там есть режиссура и операторское мастерство, обучение на английском языке, и обучение очень дешевое, поэтому сейчас желающих будем искать, кто из Якутии. Они готовы принять студентов. Вот. И, ну, это к вопросу о том, что, ну, нам надо обновлять свои кадры и как-то обучать, находить новые кадры, чтобы они получали уже не российское, а европейское кинообразование. Ну, какие-то вот контакты там уже для себя определили интересные. Познакомились с китайцами, там были китайские продюсеры, которые тоже готовы с нами работать, но
сейчас тоже вопрос, что им предложить. Какие-то проекты, да. Ну, то есть какие-то вот, это были первичные контакты сформированные, я думаю, на будущее, задел на будущее, я думаю, будем их прорабатывать. Наверное, не в последний раз мы там, я думаю, и в следующий раз мы будем. Мы уже были на фестивале «Спутник», как он назывался, «Спутник над Польшей», по-моему, да, это фестиваль российского кино в Польше. Познакомились с директором фестиваля, и ну, я думаю, то, что больше якутских фильмов будет в Польше теперь. Так, вопросы? Что интересует? Ну, мой следующий проект, он точно будет не в России, то есть не в Якутии сниматься. То есть мы сейчас уже начинаем прорабатывать европейские фонды, получать уже финансирование, ну, в планах. То есть мы пока не получаем, но очень хотим поработать с европейскими фондами, с азиатскими фондами, с российскими. В следующем году точно я буду выходить на Министерство культуры России. Это будет достаточно большой проект, который будет снят в России с российскими актерами. И вот мы вроде для себя определили такие первые, как это объяснить, моменты, да, вот отношений вот с нашими польскими коллегами. Возможно, у нас есть проект, который их заинтересует в будущем, да, и, возможно, будет какая-то копродукция с ними. Вот, ну, а лично у меня мы будем прорабатывать еще скандинавские страны. У меня очень большой интерес с ними поработать в будущем. Я думаю, то, что даже и через год получится. То есть, ну, как бы в планах у меня уже выход из Якутии, да, то есть нам надо расти уже больше и делать масштабные такие проекты с привлечением уже специалистов, актеров. И в основном, конечно, чтобы наши ребята уже выезжали и работать на больших проектах. Добрый вечер. У меня такой вопрос. С развитием стриминговых сервисов, как Netflix, Disney+, стали популярны сериалы разные. И хотел бы узнать, у вас нет планов заняться съемками? Мне после «Кинотавра» точно где-то предложений 6 было от российских продюсеров снимать сериалы. С некоторыми я прорабатывал, даже там по сценариям поработали, но я понимал то, что там пока интересного ничего нет для меня. Просто чтобы там снять и заработать денег, как-то не хочется. Хочется, чтобы самому в первую очередь было интересно. А там предлагали истории такие детективные, какие-то вот мистические, какие-то прямо, да, в которых интереса нет этим заниматься. Вот. И, кстати, один сериал мне предлагали в совместном производстве тоже с одним режиссером для Netflix снять. Но тоже я отказался, потому что пока не готов. Потому что эта работа очень долгая, это буквально там года 2 работы. Уходить из кино в сериалы тоже пока как-то не хочу. Первый вопрос. Почему история именно 7? Второй вопрос. Если мы говорим о сотрудничестве дальше с разными странами, поступало ли предложение о прокате фильма где-либо еще? Как, например, по-моему, с фильмом «Ичи» во Франции, по-моему, да, или нет? Он будет организован прокат. И третий вопрос. Как вы думаете, почему именно вот такие реальные истории зацепили зрителей и жюри, и настолько, что они прямо выразили свое всеобщее мнение, да, и этот приз как бы оказался в ваших руках? Почему истории 7? Потому что мы понимали то, что первая история, она короткая, но мы уже на стадии сценария уже монтажно смотрели, как это будет смотреться, и мы, в принципе, для себя определили хронометраж определенный,
6 историй было бы мало. То есть маленько бы не хватало вот для полного ощущения просмотра. 8 было бы уже много. Ну вот 7 это такое вот удачное число. И вообще 7 это тоже счастливое число, поэтому как-то остановились на ней. По продажам, да, это все тоже, это очень такая долгая работа. Вот у меня Пугало, например, да, она сейчас, у меня будет американский прокат, то же самое французский. Сейчас вот мы разговариваем тоже с Азией. То есть это вот там отдельно работает уже американская прокатная компания у нас. То есть это процесс очень долгий. Вот по ИТ у нас права были куплены 2 декабря, по-моему, да, вот у нас состоится премьера в онлайн-кинотеатрах. То есть, это пока будет по России только. Почему всех привлек фильм? То же самое, да, мы не стали мудрить, мы о каких-то важных вещах таких вот, да, мы простым языком сказали. И даже вот мы сделали так, чтобы восприятие было очень быстрым. Это очень, на самом деле, простые для понимания истории. И, в то же время они очень такие хлесткие, жесткие. От некоторых историй там просто очень много вопросов. И это формат короткого метра, это надо понимать, что это очень большой накал событий идет. И действительно это очень смотрится вот так вот на одном дыхании. Поэтому, скорее всего, привлекло то, что как-то искренне все сделали, и действительно истории, наверное, оказались интересными, важными для людей. Там будет работать наш отдельный тоже прокатчик, но, скорее всего, как и Пугало, это везде: Винг, ОК, Премьер, Кинопоиск, Ростелеком, да. Я в Польше, кстати, почему обрадовался то, что мы будем принимать участие в Польше. Во-первых, мы в первый же день сходили на могилу Вацлава Серышевского. Если вы знаете то, что фильм «Нучча» был снят по... Да, и вот большой привет мы передали Мункуеву Владимиру этим. Очень долго искали полдня. Это кладбище искали там, но все-таки дошли. И второе, то, что мой любимый режиссер, это Роман Поланский с детства. И как-то что это было здорово. Сейчас я не ориентируюсь ни на кого. Я как-то не могу выцепить так для себя любимых режиссеров. Есть интересные режиссеры молодые, за которыми интересно следить, что они будут делать дальше. Но это, наверное, не очень известные, это не такие не жанровые режиссеры. Последнее время. Я с ним, да, временами встречался. И Антон Долин, он очень сильно помогал нам в прокате фильма. «Искусство кино», если вы знаете, у нас было прокатано совместно с... Пугало было совместно прокатано с «Искусственным кино» журналом. У нас впереди 2 проекта. Один из них это точно российская тема, ее надо снимать в России. Это затрагивает тема центральной России. Сейчас будем искать партнеров, кому это будет интересно. И постараемся в следующем году это сделать. Вторая история – это про насилие в семье. Есть такое понятие абьюз. И, это все-таки мировая, наверное, проблема. И мы сейчас прорабатываем сценарий и уже нашли продюсера. Это будет тоже, наверное, съемки в Калининграде. Я
пообщался с министром культуры Калининграда, они готовы включиться в производство, и, скорее всего, съемки будут в Санкт-Петербурге, в Калининграде, в Москве. Вот по этой вот истории про абьюз. Ну, вот я думаю, то, что про абьюз мы снимем быстрее, это, скорее всего, весна, лето следующего года, и, скорее всего, часть команды я привезу из Якутска, для того, чтобы наши ребята увидели, как работать в российских проектах больших. Но все-таки половину мы будем искать в Москве, и постпродакшн точно мы будем делать уже за пределами республики. У меня такой вопрос. Вот каково снимать, когда два режиссера? Вы сказали то, что одну историю вместе снимали, и были ли разногласия, или было легче как-то? Какие-нибудь такие моменты были? Ну, легче точно не было. И здесь спасало то, что мы со Степой друзья детства, мы одногодки, одного возраста, притом учились в АМГе вместе, в разных школах, но все равно с детства друг друга знали. Поэтому все равно, когда ты с кем-то как партнер работаешь в паре, все равно где-то надо уступить, где-то надо помочь, где-то наоборот надо, если понимаешь, что какой-то ступор идет, надо инициативу проявлять. Все равно, я думаю, что вот наше совместное производство, оно такое вот очень получилось понятным друг для друга и очень эффективно. Мы не мешали друг другу, самое главное. Ага. Давай немножко добавлю. С Димой и Степой работать это одно удовольствие. И когда вот они работают практически одинаково, можно сказать. И даже когда вот у меня вот недавно спрашивали, какие фильмы были Степины и какие Димины, я вот сейчас не могу вспомнить даже. Вроде бы все вместе снимали. Вроде бы Степа, вроде бы Дима. Вот так. Будут ли еще совместные проекты? Мы думали про вторую часть «Ит», задумывались, которая происходила бы уже в городе. Но сейчас, конечно, вот у меня впереди вот расписан уже план на 2 проекта, и у Степана тоже сейчас впереди уже какие-то свои планы. Ну, посмотрим. В будущем, возможно, что-то и получится. Спасибо. Нет, это для меня просто как название фильма. То есть там как бы общее название фильма. Это можно было бы даже... У нас наши истории не разделены какими-то точками, титрами и так далее, как это обычно бывает в альманахах. То есть у нас буквально там черный экран на секунду и следующая история, для того, чтобы было вот это. Поэтому тут, по идее, можно было бы каждую историю назвать по отдельности, да? И потом общее название. Ну, для нас, по крайней мере, очень интересное название. Я думаю, что оно очень хорошо работает вообще на понимание фильма, ну, вообще на фильм. Нет, мы проводили мозговой штурм, мы прямо сидели там, кто был, я даже не помню. И у нас была доска, и мы прямо все варианты расписывали. Были варианты там из 2, из 3 слов состоящие длины, но и очень интересные варианты были там. Но мы понимали то, что надо максимально короткое. Не знаю, как по-европейски, да, но по-польски YT это вот как обозначение интернета идет у них. Вот это YT. И все у нас спрашивали, что фильм про интернет? Почему в IT там вопрос такой был? Тоже у них аналогии с интернетом было.
Ну, наверное, все, да? Тогда, если вопросов нету. У нас впереди сейчас премьеры. Сколько? 6 или 7 премьер у нас сейчас будет. Мы сейчас разделимся. Ну, мы вначале одной общей командой, потом будем где-то делиться. Будем сейчас выезжать. Через каждые 20 минут у нас во всех кинотеатрах премьеры. И большая финальная премьера у нас 8:40 сегодня состоится в Лене. Можете посмотреть, прийти. Вот. Ну, спасибо вам. Я поэт. Я вот буквально в Москве с Манкуевым Вовой мы общались, там тоже очень интересные у нас идеи были, экранизации. У меня очень давняя история, очень давнее желание, наверное, там больше 15 лет, мечтаю экранизировать «Сон Макара». Классно. Вот это да, но респект. я с каждым годом понимаю то, что это пока невозможно сделать. Я вот не понимаю, как это сделать. Потому что там настолько глобально все это, ну, это очень интересно. Это Контекстуально, очень да. сложно показать. Да. Вот этих богов, которые суд, как это все, не знаю. И очень интересно становится тема Аланхо. Ну, я, конечно, не буду этим заниматься, но там очень интересно, конечно, там есть, вот мне рассказали, там прямо персонажи такие вот, просятся в кино. Некоторые Да, вот эти там элементы. Можно дополнить по Сону Макара. Вот, если ты собираешься снимать Сон Макара, тебе нужно очень сильно поторопиться, потому что на горе Короленко скоро насосную станцию построят с котельной, и у тебя съемочная площадка там ограничится именно в том месте, где этот Макар охотился на лис, на зайцев, где он ставил петли. Вот это именно по этой местности пройдет водокачка. Какая жалость. Нет, я думаю, там все равно это съемки в павильоне, это пошив костюмов, это декорации, это там колоссальная работа. Ну, с нашими бюджетами, то, что нам сейчас, у нас пока нет возможности, наверное, вот так вот масштабно это все снять. На самом деле интересная история, очень интересная. Да. Вот я постоянно перечитываю, ну, когда-нибудь снимем. Спасибо большое. Спасибо вам за ваш труд, который вдохновляет нас всех из школы выйти на большую арену и представлять якутское кино. Классно. Спасибо вам большое. Ждем ваших работ. Радуемся вместе с вами. Ждем новых премьер. Спасибо. Спасибо вам.